Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. О чем спешит предупредить вас ангел-хранитель? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим, что ангел-хранитель вам скажет, что передаст, что посоветует. И я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои милые, отсыпка у нас готова. Пожалуйста, не забывайте, что отсыпка у нас общая, чужого не берите, но и свое не пропускайте. В самом корне рисунка у нас знак победителя. Ваш ангел-хранитель говорит, что вы победили. Вы одержали победу либо над каким-то нехорошим человеком, либо над какими-то очень скверными, злобными и злонамеренными обстоятельствами. Что бы это ни было, зло повержено, а вы победили. Победили окончательно и бесповоротно. Если это какой-то злой человек, который пытался причинить вам вред своими действиями, своими поступками, вы не только победили, но вы еще отбились от этого человека. Более этот человек к вам не подойдет, либо более претендовать на что-то не будет. Будь то соперница, будь то завистница, будь то конкурентка, вот неважно, да? Злой человек, который зло причинял, либо зла желал, вы победили. То же самое, если какое-то зло в вашей жизни присутствовало, энергетически, физически, может быть какое-то воздействие, опять же, негативная какая-то составляющая, зло отступило, причем отступило навсегда. Более вы с этим не соприкоснетесь, более этого не будет. Здесь вы могли победить либо какими-то конкретными действиями, то есть вы себя защищали, либо вы, например, усердно молились, и сила вашей молитвы стала тем мечом, который напрочь это зло прям зарубил, обезглавил. Так мне идет. То есть передают вам, что вы победили, что зло отступило, будь то злой человек, будь то какая-то злая энергия. Зло более не властно над вами, либо более вам не угрожает. Дальше, мои хорошие, показывают огромную птицу с очень длинными крыльями. Крылья настолько длинные, я даже не знаю, что это за птица такая, с чем сравнить. Здесь какое-то послание прям очень издалека, либо очень-очень долго вы ждали. Может быть, в принципе, прошли там не только недели, месяца, наверное, прошли, у кого-то и годы отыграется. И эта птица уже на подлете. Скоро вы будете просто плясать от счастья, когда получите эти новости. Но опять же, по таким крыльям новости либо информация может носить судьбоносный характер. Да? То, что влияет не только на жизнь, но и на судьбу. Птица уже у вас на подлете. Осталось там буквально считанные, у кого-то часы, у кого-то минуты, у кого-то там сутки. Да? И птица влетит в вашу жизнь. Радость, счастье, слезы счастья, вот это вот пританцовывание, да, вот это все будет у вас. Потому что птица реально шикарная. С благим летит, потому что летит в правую сторону. Дальше. Состояние волчка, вот этой юлы, да, волчок-юла, которую заводят, и она потом крутится без устали. Кто в таком состоянии в последнее время находился? Вам выпадает какой-то либо отдых, либо в принципе возможность все в жизни поменять. Но там нужно будет решиться, нужно будет принять волевое решение, себя пожалеть
и, возможно, какую-то ситуацию действительно отпустить. Может быть, вы работаете как заведенная юла, потому что вы боитесь потерять работу, либо вы понимаете, что вот денег не будет, мы не проживем. Но возможность отдыха, перезапуска, перезагрузки, изменить, в принципе, все, что с вами происходит, она у вас появится с левой стороны очень неожиданно. Скорее всего, вам либо кто-то даст такую возможность, может, это предложение какое-то будет, там, сменить работу, сменить сферу деятельности, может быть, куда-то выехать, отдохнуть, да, взять там отгулы и отдохнуть. В общем, надо этим воспользоваться. И поймите, вы у себя одна. Если вы в какой-то момент рухнете, что будет дальше? Вам легче от этого станет? Либо вы больше денег заработаете? Надо себя беречь, и нужно хотя бы периодически, хоть краткосрочно, но отдыхать. Вам прям показан отдых. Либо показано действительно менять такой темп, образ жизни. Он ни к чему хорошему не ведет, скорее ведет к постепенному разрушению вас, разрушению изнутри. Меняйте, благо предложение вам точно поступит. Предложение, разговор какой-то состоится, я вижу, неожиданно, но тем не менее по делу, четко по делу. Дальше. Показывают мужчину и женщину, которые постоянно ссорятся и ругаются. Здесь молния как и справа, так и слева, но между этими людьми ангел стоит. То есть ангел, грубо говоря, уже с последних сил пытается вас удержать рядом вместе в паре. А эти молнии — это проявление завистников. То есть я так понимаю, что люди очень сильно завидуют, вам как женщине завидуют, вашему мужчине как мужчине завидуют. Завидуют в целом тому, что вы такая симпатичная и очень положительная пара, да, вы хорошо вместе смотритесь. Эти молнии пытаются вашу жизнь разрушить. Человеческая зависть. Причем зависть идет в таком сочетании, как и от своих, так и от чужих. То есть ваше счастье очень многим людям мозолит глаза. И люди не могут с этим смириться. Да? Люди не могут вам простить, что вы так счастливы, что вы друг друга в жизни обрели. Поэтому льют, лезут, топчат, загрязняют, да, чтобы вы поскорее рассорились, могут давать вам тупые советы, что типа: зачем тебе такой нужен, бросай его, да, либо зачем тебе такая стерва жена, бросай ее, ты там заслуживаешь большего, лучшего, идеального, да, такие советы могут давать. Причем, что удивительно, свои тоже могут такое говорить, понимаете, из-за зависти. Зависть такая мерзкая штука, которая разрушает не только сердце человека, но и мозг. Это как отрава, которой человек сам себя травит изнутри. А вы никого не должны слушать. Вы должны слушать только лишь свое сердце. А сердце вам прям все время говорит, что мы не должны расставаться, что мы должны быть вместе, да, что люблю, хоть он и противный, либо она противна, все равно люблю. Тут ангел пытается всеми силами сохранить вашу пару. И если вы хотите жить с тем, с кем вы сейчас вместе, если вы хотите жить счастливой, полноценной жизнью, полной радости и любви, то вам прям рекомендуется куда-то уехать, если есть такая возможность, да, просто от друзей, от родни, просто взять и уехать, чтобы сохранить свою семью. И если такой возможности нет, то, наверное, как-то изолироваться от тех, кто вас окружает, быть глухим к тому, что вам говорят извне. Слушать только лишь себя, свое сердце и своего любимого человека, своего партнера. И это будет правильно. Ангел, я так понимаю, это ваш семейный хранитель ангел, он не хочет, чтобы вы расставались. Потому что если вы расстанетесь, то с другими людьми вы счастливыми никогда не станете. Ни вы, ни мужчина. Понимаете, об этом речь идет. Да, не спорю, возможно, в вашей семье именно сейчас кризис, либо вы вошли в какое-то кризисное время. Обычно пары каждые, по-моему, 3 года, да, у них этот кризисный момент начинается. Первые 3 года прожили вроде хорошо, потом раз кризис, потом еще 3 года прожили, опять кризис. То есть это нормально, людям это свойственно. Кризис вы этот переживете и будете жить гораздо лучше, чем жили. А если вы расстанетесь, то ни вы, ни мужчина счастливыми уже не будете. То есть таких отношений, таких чувств, таких эмоций, такой близости уже ни с кем другим не будет. Так что сохраняйте отношения, и вижу, что все еще возможно. Счастье возможно. Возможно, но только надо
все-таки поменьше других людей слушать, да, и не впускать чужое мнение в свою личную жизнь. Это важно. Также хочу обратиться к женщинам. Женщины, которые сейчас в каком-то таком состоянии, что вот я одна, что счастья нет, что нормальных мужчин всех расхватали, они все закончились, либо уже не производят, да, хороших, нормальных. И, возможно, даже давление социума там, из-за возраста. Во многих странах там есть традиция, там, не успела из детского платья вырасти, уже там все, выходи замуж, рожай детей, иначе будет поздно, иначе будешь там какая-то не такая, бракованная, как с просроченным сроком годности, там, старородящая, ну, такие обидные всякие вещи, да, обычно говорят. Вот, возможно, вы испытываете на себе это давление, либо такая тень одиночества над вами возвышается. Девочки, что бы ни происходило сейчас, я вижу, что ваша половинка уже где-то рядом. Тот, кто вам по судьбе, тот, кто ваш суженый, тот, кто вас за руку возьмет и к венцу поведет, тот, с кем вы будете строить прекрасную семью, да, и жить замечательную жизнь. Вот, он уже где-то рядом, он уже идет к вам. Вам, грубо говоря, что нужно делать? Дождаться его и как можно чаще просто бывать на улице. Неважно, вы гуляете в парке, вы ходите по магазинам, вы посещаете какие-то мероприятия. Просто выходите почаще из дома, развеивайтесь, это важно. Вот. Ну и никого не слушайте. И от отчаяния, да, вот это, конечно, некрасиво звучит, но так иногда в жизни бывает. Не соглашайтесь на отношения с мужчинами, которые вам не подходят. Вы вот прям сразу видите, что вам мужчина не подходит. И вы такая думаете, ладно, а вы с кем, да? Лишь бы не одна. Нет, вот так делать нельзя. Потому что каждый вот такой рандомный мужчина, которого вы к себе подпускаете, он тащит вашу энергию, тем самым ваш суженый, ему сложнее найти ваш энергетический путь, да, дорогу к вам сложнее найти. Поэтому не разменивайтесь по мелочам, назовем это так. Дождитесь своего суженого, он уже где-то рядом, он уже идет к вам, он уже идет за вами. Так показали. Счастливой вы точно будете. Вам это на роду написано. Вот. И счастливой никогда быть не поздно, чтобы вы для себя понимали. И да, рожать в наше время тоже никогда не поздно. Сейчас такие технологии, закачаешься, да? Любая может родить, причем в любом возрасте. Бояться этого тоже не стоит. Дальше, с левой стороны. Мне показывают человека, опустившегося, человека, который сбился с правильного пути, с правильной дорожки. Человек, который даже не просто пошел, уже катится по наклонной. И кажется, что человек обречен, да, либо совсем скоро случится что-то непоправимое. Этот человек вам близок, этот человек вам дорог. Очень похоже, что это прям боль вашего сердца. Такая вот асоциальная жизнь этого человека. Вот что-то родное мне идет, родное. Может быть муж, может быть сын, не дай бог. Может быть кто-то, вот отец, брат, да, в таком ключе. Ну и то же самое у мужчины может быть, да. Женщина, может быть мама, может быть жена, может быть дочь, да, сестра может быть. То есть человек катится по наклону, и кажется, что никаких вариантов нет. Знаете, показывают, что этот человек не пропащий. У этого человека такая судьба — опуститься на самое дно, от дна крепко оттолкнуться ногами и всплыть на поверхность. Вы знаете, как будто бы заново переродиться. Вы скажете, что за судьба такая? Ну, так иногда бывает. Значит, такой урок, значит, такая карма, значит, это все нужно просто пережить. Вам, конечно, больно за всем этим наблюдать. Еще раз говорю, это боль вашего сердца. Но опять же, судьбу поменять практически невозможно. И то, что предопределено, то и сбудется, то и случится. Вижу, что человек, пусть не в этом году, может быть, к концу следующего года, уже начнет выплывать на поверхность. То есть здесь нужно как зубы сжать, да, сгруппироваться и подождать.
подождать по мере возможности как-то, ну, поддерживать, помогать этому человеку. Ну и ждать. Ждать, пока человек опустится на самое дно, а потом уже оттолкнется и выплывет. Этот человек 100% выплывет. Мало того, что выплывет, этот человек еще всех удивит. Всех удивит. И те, кто этого человека знал до и увидят после, все будут говорить, что это совершенно другой человек, что произошло чудо, какая-то подмена, подлог, что такого быть не может. Да, человек очень изменится. И из пропащего этот человек превратится в очень перспективного, не только подающего надежды, но и надежды осуществляющего, понимаете, в таком ключе. Тот, кто сейчас боль вашего сердца, ну да, скорее всего, конец следующего года, либо через год, будет правильнее сказать, станет большой радостью вашего сердца. Не надо так сильно убиваться, не надо ставить кресты на этом человеке. Чудо возможно. Здесь чудо даже не просто возможно, оно обещано. Понимаете, следующий год. Ой, через год, получается. Конец следующего года человек уже идет на поправку. И через год человек уже как новенькая монетка. Прекрасный, замечательный, чистый, здоровый, красивый, успешный. Так мне идет. И еще, мои хорошие, здесь жук вам показан. Жук, причем такой крупный, вполне себе увесистый. Но для девушек это к жениху, причем к жениху состоятельному, доброму, хозяйственному, такому, знаете, заботливому. Хороший мужчина идет. А для всех остальных отыграется как знак достатка. Достаток. Да, достаток в вашей жизни будет. Обязательно будет. И как бы сейчас ни обстояли ваши дела, что бы сейчас ни происходило на вашем счету, в вашем кармане, в вашем холодильнике, все обязательно поменяется, все обязательно наладится, и вы войдете в ту зону достатка, ну, которую для себя видите. Опять же, кому-то там определенной суммы прям за глаза хватит, а кому-то, сколько ни подай, все мало. Понимаете, вы все разные, я не могу вам озвучить, что конкретно вы будете иметь. Но себя вы будете считать человеком, который живет в достатке. Вы к этому идете. Все, что с вами в жизни сейчас происходит, это все не случайно. Это как подготовка, тренировка, выработка специальных навыков. Ну, вы сами потом все поймете. Когда достаток свой обретете, вы сами все это поймете. Дальше показываю человека, который сейчас в вашу сторону мечи кидает. Ножи, мечи, я так понимаю, обзывается, плохие слова говорит, либо вас в чем-то обвиняет. Это очень плохо, это очень больно, это очень некрасиво и несправедливо. Но у человека какая-то драма происходит. Либо человек настолько впал в какую-то хандру, депрессию, в панику, в истерию. Вот. Как будто бы, знаете, голову снесло этому человеку. Вот. Этот человек сейчас как будто бы не отдает отчет тому, что делает. Будь то мужчина, будь то женщина. Человек вас обижает, не желая вас обидеть. Понимаете? Вот как будто бы настолько человеку мерзко и плохо, что все потеряло значение. Вот как-то так. Вот этими обидными словами этот человек свою боль из себя выбрасывает, как говорят, выпускает пар. Вы скажете, при чем тут я и почему он выпускает на меня? Ну, вы просто как под руку попались, можно так сказать. Вот. Вижу, что этот человек, он не глупый, не дурак, не дурочка, понимает, поймет по итогу, что сделал, наделал. И вижу, что этот человек остаток своей жизни будет активно вымаливать ваше прощение за вот свое такое неадекватное и отвратительное поведение. То есть человек всю жизнь, до конца своей жизни будет чувствовать себя вам обязанным, обязанной за вот такое свое поведение. То есть все еще вернется, причем вернется для вас хорошим, неплохим. То есть за ваше терпение в сегодняшнем дне вам сторится и воздастся. Вот. Ну а как-то с этим человеком бороться сейчас, пытаться огрызаться, защищаться, это бесполезно. Бесполезно. Человек
не понимает, что делает. Человеку больно, человек переполнен страданиями. И вот эти вот проявления ножи — это действительно проявление боли. Это не конкретно вам адресовано, это просто у человека болит, и он так пытается избавиться от своей боли. Ну, я не психолог, к сожалению, я не могу вам точнее объяснить, что здесь происходит. Но здесь к вам обращение ангела: ничего не предпринимать, набраться терпения и знать, что все поменяется. И потом этот человек вам будет благодарен до конца своих дней за то, что вы терпели, за то, что вы столько натерпелись от него либо от нее. Вот, как-то так передают. Иногда я жалею, что я не могу объяснить. Я вижу, но мне сложно объяснить. Дальше. Вижу, что вы от какого-то зайца ждете действий, ждете активности, ждете каких-то решений. То есть буквально вы ждете, что заяц в один момент превратится, не знаю, в орла. Но такого не бывает. Это, в принципе, какие-то странные истории. И надеяться, что тот, кто быстро бегает, научится летать, ну как бы да, это как-то странно. Не о том вы думаете. Вы человека, скорее всего, наделили качествами, которыми он либо она не обладает. Это человек от природы заяц. Да, быстрый, да, шустрый, но и трусливый. Да, человек просто не способен на какие-то решения. Человек не способен на какие-то решительные действия. А вы их как бы ждете, вы требуете, да, этих действий. Но орлом заяц никогда не станет, к сожалению. Тут либо нужно все брать на себя, то есть управление, руководство брать на себя, ну, либо просто смириться и отстать от этого несчастного зайца. Да, может быть, этот заяц в чем-то другом хорош. Например, там, принеси, отнеси, подай, съезди, но никак не в решениях и не в проявлениях воли. Вот, к сожалению, ну так показали. Это может быть и мужчина, и женщина, это человек, с кем вы дела ведете, либо по личным вопросам общаетесь. Ну, человек заяц, от природы заяц. И это и неплохо, и нехорошо. Это просто данность. Орлом никогда не станет. Либо берите все на себя, либо смиритесь с такой обстановкой дел. Дальше. Кто-то у меня не может найти работу. Причем для вас это уж прям какая-то беда. Да, не могу найти работу. Что происходит? Куда ни ткнусь, везде отказ. Да, уже набрали, вакансии закрыты. Мы не берем, мы не нуждаемся. Да, могут еще там придираться к вашему образованию, квалификации, навыкам, опыту. Ну, в общем, придумывают, изгаляются уже как могут. А вы не понимаете, что происходит. Вы не... Ну, наверное, думаете уже о чем-то плохом, что вас там сглазили, прокляли, порчу навели, да, и вы так и безработной, либо безработным останетесь. На самом деле все очень даже и не так. Но здесь показано, что вам по судьбе какое-то определенное место, да, в определенной сфере. И пока это место не готово, может быть, оно еще занято, либо, в принципе, компания там не решила, что им нужен именно такой специалист, вы должны немножко подождать. Ваше трудоустройство, оно будет, но оно будет, скорее всего, уже в следующем году, и, наверное, это где-то, ну вот, месяц-полтора еще придется подождать. И вы устроитесь именно на очень классную работу, которая вам идеально подходит, и вы идеально подходите под эту работу, и все у вас сложится. Конечно, хочется сейчас работать, деньги-то нужны сейчас, но в данном конкретном случае, ну, надо подождать. Надо подождать. У вас как определенная дорога, вот она прямая от вас до рабочего места. И пока эта дорога, она еще не сформировалась. Как только сформируется, вас без всяких вопросов просто моментально туда возьмут. То же самое, например, для вашего партнера. Нужно набраться терпения, и все будет. И еще, мои хорошие, здесь в обратном направлении идет история, но здесь уже не про работу на кого-то, а про работу на себя. И если вы давно хотели, планировали, обдумываете, то нужно решаться и нужно приступать, нужно делать. Работа на себя вам идеально подойдет. В себе не сомневайтесь. Нет идеальных людей, нет таких, вот прям родился, все уже видно, предприниматель, да, все знает, все законы, Бог учет, да, все знает. Все, вот растет ребенок и сразу же становится предпринимателем. Такого нет. Ну, не существует, да. Мы все учимся от рождения и до самых, там, не знаю, последних дней. Мы все равно постигаем что-то новое.
Вот. Вы, главное, не бойтесь, верьте в себя и начинайте свою работу. Хоть вот какие-то минимальные действия делайте на то, чтобы свой собственный бизнес наладить. Поверьте, успеха вы точно добьетесь. Не тот вы человек, чтобы успеха не добиться. Ну, тем более вам на роду это написано. Вот такая у вас судьба. Работать на себя и быть в этом очень успешным, либо успешной. Дальше, мои хорошие. Повыше нам показана вот картинка, что по вере вам воздастся. Вера. Вера может быть в Создателя, в чудеса, вера в какого-то человека. Вот чем больше вы верите, либо чем больше вы доверяете, чем больше вы полагаетесь, тем круче отдачу вы получите. То есть, если верить, то верить всем сердцем и не допускать никаких сомнений. Если вы сможете войти в такое состояние, да, веры, то вам воздастся, причем очень быстро и очень скоро. Во что бы вы ни верили, в кого бы вы ни верили, чего бы вы ни хотели, по вере воздастся. Подсказку я вам дала, да? Убрать сомнения и верить и представлять, что это уже случилось. И все будет, все обязательно будет. То, что просите, то, чего хотите, то, на что надеетесь, это будет. Это будет, обязательно будет. Ну, а если верить, там, знаете, через кочку, то есть сегодня я верю, завтра я сомневаюсь, послезавтра я опять поверила, послезавтра я опять засомневалась, то так и будет время тянуться, словно бы резина. Вот. Так что если верить, то всем сердцем. Ну, либо, в принципе, тогда уже не верить. Так, либо так. Выбирайте, определяйтесь, и по вере вам воздастся. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.